Ласка безмежа Твоя, от неба ты увысь, любовь Твоя, это океан и бездна, ласка безмежа Твоя, спадає на мене, спадає на мене. Христос Бог, чекай Його, близькають Бог, життя свято, близькають Бог, чекай Його, близькають Бог, життя свято, близькають Бог, чекай Його, близькають Бог, життя свято. Благословенное владарство Отца и Сына и Святого Духа Тебе и завсюду и на веки веков. Аминь. Господи, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За покой слышания, избавление душ наших, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За покой на всем свете, добрый стан святых Божьих церквах, изъединание всех Господу помолимся. Господи, смилуйся. За каждую святую церковь, и ты, что с верою, пошану и страхом Божьим воходите, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За святого отца нашего, сусветного епископа Франтишка, папу римского, достойного архипастыря Леонарда, боголюбных владыку нашего архимандрита Сергея, пошествных святоров, диаконов в Христе, все духовенство людей, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За Богом стираженную краину нашу Беларусь, за урак належную лады и войска, и весь белорусский народ за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях, и верность своему народу всех нас, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За этот город, за все города и краины, и за верных людей, что живут в их, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За доброе надворье, пока урожай плодов земных, и за часы спокойные, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За подорожников, по морю земли, по ветру за недужих, ты, что терпят, за сневоленных, избавление их, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как Господь Бог, пробавший невинность неволенным слугам своим, Алексею, Игору, Владимиру, и иншим все их неправины вольные и межвольные, и как был спогадливым и милосердным, да их помолимся. Господи, смилуйся. За эту святую церковь, и ты, что с верою пошану и страхом Божьим походите ей, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За святого отца нашего, сусветного епископа Франтишка, папу римского, достойного архипастыря Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, пошествных святоров, диаконов в Христе, все духовенство людей, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За Богом, стираженную краину нашу Беларусь, за врат належную лады и войско, и весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях и верность своему народу всех нас,
Господу помолимся. Господи, смилуйся. За этот город, за все города и краины, за верных людей, что живут здесь, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За добрые надворье, богатый урожай плодов земных и за часы спокойные, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За подорожников, поморы земли, поветры за недужих, ты что терпят, за зневоленных избавлений, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться от всякого гневу, суммы недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, сжалься, сбав, и стиражи нас Божией лаской Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши на святую, чистую, благословенную, славную владарку нашу Богородицу, и за все ты Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и всю жизнь нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. О, Тебе належится всякая слава, пожалуй, поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благословенный Ты, Господи, благослови душа моя Господа, и все нутро мое, харь славит имя святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех добродействов Его, начищай в себя шествы Твое, и оздоровляя все немочи Твои. Щедрый Бог и милосердный, долготерпливый и богатый на ласку, благослови душа моя Господа, и все нутро мое, харь славить имя святое Его, благословенный Ты, Господи. Ешише, с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, сбав, и стиражи нас Божией лаской Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши на святую, чистую, благословенную, славную владарку нашу Богородицу, и за всю Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Бог Твоя есть держава, и Твое владарство, и сила, и слава, и Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь и завсюди, и на веки веков. Аминь. Хвали душа моя Господа, празднуй все житие мое, буду хвалить Господа, буду песня славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди на веки веков. Аминь. Одинородный Сыне и Слово Бога, Ты несмяродный, деля нашего избавления захотел принять тело, а Святую Богородицу и завсюди Девы Марии,
зазнавший змены, стався человеком. Ты был крыжованный Христе Божия, смертью знищивший смерть, будучи одним со Святой Троицей, ровным славой Отцу и Святому Духу, збав нас. Еще с упокою Господу помолимся. Господи, zmiłuйся. Заступись, жалься, избавь, стиражи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, zmiłuйся. Воспомянувши на святую, сочистенную и благословенную, славу подарку нашу Богородицу и за Святую Деву Марию и всех святых сами себе один одного, и всю жизнь нашу Христу Богу отдаймо. Аминь, Господи. Вот и добрый, человеколюбный Бог, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. У владарстве Твоим вспомни нас, Господи. Счастливые боги духом, Бой Христва, дарство небесное. Счастливые ты, что тужать, бояны сутешатся. Счастливые тихие, бояны отрымают успашину землю. Счастливые ты, что мают голод и смагу справедливости, бояны насытятся. Счастливые милосердные, бояны зведают милость. Счастливые чистые сердцем, бояны бачать Бога. Счастливые миротворцы, бояны будут зваться сынами Божьими. Счастливые ты, кого проследуют за правду, бой их есть владарство небесное. Счастливые вы, коли вас крыльдят и проследуют, и кажут всякую неправду на вас деля.
всякого судження, а Данилов почувши, Господне в ученице апостолам с радостью сказали: смерть переможенная, Господь Бог воскрес, даруючи свету богатстве своего змилования. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спас Избавитель мой, як Бог вызволил землю наруженных от путов, и разбуривши пекельные вороты, як уладару воскрес могилы на третий день. Теперь и завсюди на веки веков. Аминь. Опекунка христиан бездокорная, ходатайница до Творца незаменная, не погорди молениями грешников, али як добрая, спешно приди на подмогу нам, як кличем Тебе доверливо, почуй хутко молитвы, отгукнися на просьбы Богородица, надельная заступница Ты, что шануют Тебе. Вот и святый Боже наш, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди, на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый мощный, святый несмяротный, сжалься над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несмяротный, сжалься над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несмяротный, сжалься над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди на веки веков. Аминь. Святый несмяротный, сжалься над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несмяротный, сжалься над нами. Будьмо уважливые, мир усім. И Твоему Духу. Мудрость. Прокиме, якое багатство творив Твоє, Господи, Ти усю мудро створив. Якое багатство творив Твоє, Господи, Ти усю мудро створив. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, Ти великий на уздів. Якое багатство творив Твоє, Господи, Ти все мудро створив. Якое багатство творив Твоє, Господи, Ти все мудро
Читание послания апостола Павла до Галятам. Слухаємо уважливо. Гляньте, якими великими литерами написал вам властноручно. Тые, что хочет подобаться вам телом, смущають вас до образання, как только позбегнуть переследу за крыш Христа. А тые, что образаются, сами не выконывают закон, а хочет вас обрезать, как только похвалиться образанием вашего тела. Нехай мне не доведется хвалиться ничем, кроме крижа Господа нашего Иисуса Христа, раз якого свету крыжованы для меня, а я для свету. Бо не образание ничего не значит, не отсутность образания, але новое створение, и над усими, кто будет поступать поводле этого правила, спокой и милосердность, а так само над Израилем Божьим. Урежьте, нехай никто не обтяжарвай меня, бо я ношу на своем теле раны Иисуса. Ласка Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим, браты. Амин. И твоему духу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Подрыхтуйся, иди уперед пераможна, дзеля праўды, набожнасці і справядлівасці. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты полюбил справедливость и возненавидел беззаконие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость устаньте, будем слухать Святое Евангелие. Мир Симон. И твоему духу. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухаймо уважливо. Сказав Господь приповесть гэтую. Один человек был богатый и опранался у парфиру и весон, и каждый день роскошно банкетовал. И был один убогий имен Лазар, який лежал перед воротами его, покрытый язвами, и хотел насытиться крошками, что падали со стола богача. А яшчэ и собаки приходившие лизали язвы его. И сталося, что помер убогий, отнесены был анёлами на лона Авраамова, помер и богатый, и поховали его. И у пекле, будучи в муках, уснял воши свои, и убачил сдалек Авраама и Лазара на лоне его. И, ускликнувши, сказал: «Ой, Аврааме, змилуйся надо мною». И пошли Лазара. Копье обмакнул конец пальца своего в воду, и остудил язык мой, бо я покутую полыми гэтым. Авраам же сказал: «Дитя, успомни, что ты отрымал доброе свое у житті своим, а Лазар. Гэтак жа лихое, теперь же он тут сутешается, а ты покутуешь. И звыш усяго гэтага паміж нами и вами прорва великая установлена, каб ты, что хочуць перайсці адсюль до вас, не могли, и каб адтуль до нас не пераходили». Тады сказал он: «Прошу тебе, ойча, пошли его в дом батьки моего, бо у мяне 5 братоў,
Няхай ён засведчыць ім, каб і яны не прыйшлі ў гэтае месца мучэння. Кажа яму Авраам: яны маюць Майсея і прарокаў, няхай слухаюць іх. А той сказаў: не, ойче Аврааме, але калі хто з мёртвых прыйдзе, да іх пакаюцца. Ён жа сказаў яму: калі Майсей і прарокаў не слухаюць, то калі б хто из мертвых воскрес, не поверать. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Иисусу Христу! Слава. Дорогие браты, сестры, сябры, почули только что мы приповесть нашего Господа. И эту приповесть описывает только один евангелист Лука. У іншых яна адсутнічае. И эта приповесть, она вельми такая маляўнічая. И ее можно поделить умовно на две сцены. Зямную сцену и загробную сцену. И тут вельми добра это выразно бачно на иконе. Тут у нас это земная, а тут загробная сцена. Два героя этой приповести. Багатей, імя якого мы не ведаем, и убогі Лазар. И гэта імя Лазар, якое перакладаецца з габрэйскага «Бог ёсць памочнікам», яно гучыць нібы здзек над гэтым чалавекам, бо ведаем, што з ім адбываецца ў прыповесці, прынамсі ў гэтай першай земной сцэне. Багацей імя мы не ведаем. Гэта значыць, што насамрэч ён не з'яўляецца нейкай значнай асобай у гэтай прыповесці. Аднак давайте звернем на яго увагу. Багацею, яго багацце, яго маёнтак дазваляе штодзённа весці шыкоўны лад жыцця. Ён жыве са збыткам, яму нічога не бракуе. І што цікава, Господ, таксама і нейкія словы Евангелия не дазваляюць нам меркаваць, што Господ дае нейкую маральную ацэнку на дадзеным этапе жыццю, ладу жыцця гэтага багацея. Прыповесць ніякай маральнай ацэнкі пакуль не дае. І калі мы звернем увагу нашу на убогага Лазара, то глыбіню яго беднасці, яго убогасці падкрэсліваюць такія дэталі. Першыя дэталі гэта тое, што сабакі падыходзілі і лізалі яго язвы, яго болькі. І трэба зазначыць, што Лука ўжывае тут грэцкі тэрмін, які азначае, што ён быў пакрыты увесь гэтымі язвамі. Далей трэба сказаць пра тое, што гэты Лазар, ён прагнуў насыціцца нават крошкамі са стала багацея. А што гэта былі за крошкі, якіх так прагнуў Лазар, а якіх яму ніхто не даў? Справа ў тым, што раней у той традыцыі габрэйскай не было сурбетак, такіх, як мы маем цяпер. І пасля таго, і пасля ежы, пасля прыняцця ежы, каб працерці рукі, выкарыстоўвалі хлеб. І вось гэты хлеб, крошкі, якія заставаліся пасля таго, як асобы, якія удзельнічалі у застоллі, выціралі свае рукі, яны кідаліся на падлогу. І вось гэтых крошак хацеў Лазар. І фактычна на гэтым сканчваецца сцэна, зямная сцэна. І яна, першая сцэна, падкрэслівае, што абодва
знаходзіцца ў такім трывалым стане. Багацей стабільна карыстаецца з тых дабротаў, якія ён мае, а Лазар знаходзіцца ў такім стане пакуты весь час. Але раптоўна сцэна мяняецца, і нашым вачым для нас адкрываецца іншая сцэна, а менавіта сцэна загробнага жыцця. У перакладзе, які мы сёння чыталі, месца, дзе апынаецца багаж і Лазар, называецца пекла, але насамрэч гэта Шеол. І Шеол ва ўяўленні габрэяў гэта такое месца, яно таксама неаднароднае, яно дзеліцца, прынамсі, на две часткі, наколькі мне вядома. Гэта якраз лона Абрагама, пра якое будзе яшчэ мова, і ніжэйшая частка Шеола гэта якраз таки гіена. Гіена, куды трапляе багацей. Для Лазара Бог стаецца яго памочнікам. І вось тут якраз таки раскрываецца сэнс імя гэтага убогага чалавека, бо ён знаходзіцца на лоне Аўраама, гэта значыць у тым месцы, дзе шчасліва чакаюць уваскрашэння цела. А багацей ён знаходзіцца ў іншым месцы пакутаў. Вельмі знакава тое, што багацей ён не пытаецца: а што такое, за што? Я нічога не зрабіў. І што з'яўляецца праўдай, ён сапраўды нічога дрэннага не зрабіў. Прынамсі, такую выснову мы можам зрабіць, чытаючы, слухаючы гэту прыпавесць. А што ж ён дрэннага зрабіў Лазару, напрыклад? Аднак ён адчувае, ён разумее, усведамляе сваю віну, бо навошта ж тады ён бы пасылаў Аўраама у свой дом папярэдзіць сваіх 5 братоў? Чым жа яго віна? Напэўна, галоўны грэх багацея гэта тое, што ён у поўні, скажам так, пагрузіўся ў гэтую рэчаіснасць часовую. Хаця, можа, грэх яго якраз яшчэ і большы ў тым, што ён в гэтую рэчаіснасць часовую пагрузіўся эгоістычна, настолькі эгоістычна, што не заўважаў чалавека, які штодня знаходзіўся каля брамаў ягонага дому, які патрабаваў дапамогі. Дарагія браты, сёстры, сябры, гэта прыпавесць, канешне, актуальная для кожнага з нас. Сёння, так як і кожнае слово Божие, мы пакліканы перажываць нашу рэчаіснасць так, каб нам не было сорамна. Мы пакліканы перажываць нашу рэчаіснасць неабыякава, ставячыся да тых людзей, якія нас аточваюць. Мы пакліканы не быць абыякавымі да рэчаіснасці грамадскай, якая нас аточвае ў тым ліку. Мы пакліканы пазбавіцца эгоізма і у Господзе перамяняць і саміх сябе, і рэчаіснасць, якая нас аточвае. Хай Господ у гэтай літургіі, гэтай Еўхарыстыі дае нам адпаведныя сілы выканаць Яго Слова. Амінь.
Скажем все разом, все души, все думки наши, скажем. Господи, смилуйся. Господи, всемогутный Боже, Отцу наших, молимся Тебе, почуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся. Смилуйся над нами, Боже, по поводу Твоей великой милосердности, молимся Тебе, почуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Дальше молимся за святого Отца нашего, сусветного епископа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастыря боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, Писиху Христе, братов наших. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Дальше молимся за Богом, стероженную краину нашу Беларусь, за врат належную ладу и войско, и весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в пробованиях и верность своему народу всех нас. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Дальше молимся за братов наших, святоров, диаконов, монахов и всех братов и сестер наших у Христе. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Дальше молимся за все человечество, якое терпит с причины поширения эпидемии, за всех бездопоможных и разгубленных, за хворых и за тех, кто дан им служить. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Христе Божий, який визволив з в'язниці Петра і вернув його церкви Святой Церкве, змилуйся над слугами Твоими, Алексеем, Игорем, Владимиром, які невинно терпят, зневоленные, за яких мы тут покорно просим Тебе, как Ты в добрыни Твоей вызволил их, откуда в неволе молимся Тебе, милосердный Избавителю, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Дальше молимся за доброшинцу этой Святой Церкви, за тих, що приносять дари, працюють і співають її, і за всіх тут присутніх людей, які чекають від Тебе багаття Твоєго змилування. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Бо Ти милостивий, человеколюбний Бог, і Тебе слава, Отцу і Сину, і Святому Духу, тепер і завсюди, і на веки веков. Аминь. Ешише, супокой Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, збав, і стережи нас Божа ласкою Твоєю. Господи, смилуйся. Мудрость, как мы будущее завсёды подоховует Твоей могутной влады, Тебе слава отдавали Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Мы что тайный способ, мы что тайный способ проставляем, херувимов и животворчай Тройцы, и животворчай Тройцы, Тройче святую, Тройче святую, песню пою. Отложим теперь, отложим усе життєвые, усе життєвые клопоти.
сусвітнього біскупа Франтішка Папу Римського, достойного архіпастора Леонарда Богородного, владику нашого архімандрита Сергія, почесних святоров, дякую у Христі всю духовенство Богом, стираженую країну нашу Білорусь, урад, належної влади, заснованнику і доброшинців этой святої церкви, вас і всіх правоверных християн, хай вспомнить Господь Бог по своей молодарстве на все часы, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Об нам принять благодар всех, якого необычно, необычно сопровождают ангельские силы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дополним молитву нашу Господу. Господи, смилуйся. За принесенные почестные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. Милосердностью одинородного Сына Твоего, за яким благословенный Ты, Твой все святый, добрый, животворший Дух, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мир усім. И Твоему Духу. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына, и Святого Духа, Троицу одиносудную и нераздельную. Дети, у мудрости будь, но уважливые. Верую в единого Бога Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, бачного всего и небачного, и у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, от Отца народженного перед всеми веками, светло от светла, правдивого Бога от правдивого Бога, народженного, нестворенного, одиносутного Зайцом, пред якого все стало быть. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, принял тело от Духа Святого и Марии Девы, и стался человеком. Был укрыжован за нас при Понском Пилате, терпел и был похован, и на третий день воскрес словно с Писаниями, и взошел на небо, и сидит по правой руце Отца, и знов прийде в славе судить живых и мертвых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Господа Животворчего, який от Отца походит, якому належится поклонение и слава разу за Отцом и Сыном, який говорил про пророков, в одиную святую повсюдную и апостольскую церкву, вызнаю одиный хрост для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станем добро, станем со страхом, уважливость святое к верованию миры приносит. Дар миру, веру, хвалы. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и супольность Святого Духа, хай будут со всеми вами. И с Духом Твоим. Возьмем гору сердце наше. Мы вознялись Господа. Подякуем Господу.
Делях этого дякуем Тебе и Твоему одинородному Сыну и Духу Твоему Святому, дякуем за все добродействия, ведомые и неведомые, явные и тайные, якими Ты нас обдаруй, дякуем Тебе за эту службу, якую Ты захотел ласкаво принять из наших рук. Хоть перед Тобой стоят великие множество архангелов, без лишь анgelов, херувимы и серафимы, шестикрылые шматвоки, які узнявшиеся высоко на крылах. Пираможную песню пяют, ускликаючи, припеваючи и кажучи: Святый, 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 Господь сил, небо и земля полные хвалы Твоей. Осанна на вышиях, благословенный Той, кто приходит в имя Господняе. Осанна на вышиях. С гэтыми благословенными силами человеколюбной владарою мы ускликаем, кажучи: святый все святы Ты, и одинородный Твой Сын и Дух Твой Святый. Святый все святы Ты, и великая хвала Твоя. Ты так полюбил Твой свет, что Сына Твоего одинородного послал, как кожный, кто верит в Его, не загинул, а имел житию вечное. И Он, пришедший, исполнивший весь крови для нас, ношу, яку Його видали, або худший, коли Он сам отдав себе за життя світу, узяв хлеб у своей святые, все чистые безвинные руки, отдавши подяку, поблагословивши, осветивши и разломавши Его, дал святым своим учным и апостолам, кажучи: берите, ешьте, это тело мое, что за вас ломится для отпущения греху. Аминь. Так само чашу, после вечери кажучи: пейте, з'яєвся, это кров моя нового заповету, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов. Аминь. Мы ж памятуючи это споведное заповеды, все, что для нас дарилось, крыш, похование, воскресение на третий день, заход на небо, сидение по правой руце, другой славное присти. Приносим Тебе Твое от Твоих, деля всех и за все. Тебе хвалим, Тебе благословляем, Тебе дякуем, Господи, и молимся, и молимся, и молимся Тебе, Боже наш, Боже наш. Оставливо за нами святую сяшистую, наиблагословенную, славу владарку нашу Богородицу и за Святую Марию. Достойная правды называть счастливою Тебе, Богородицу, вечно благословенную и безнаганную, Матерь Бога нашего, Божьего
поблагается нашего сусветного бискупа Франтишка, папу римского, и достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, заховайте святых Твоих церкву, спокой целости, доброй славе, здоровья и духовицы, как они могли верно научать нас словом Твоей правды. И всех, и все. И дай нам едиными устными, единым сердцем, славить Тебя, Твое божественное величие имя, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Нехай будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа с усими вами. И с Духом Твоим. Вспомнивши всех святых и шедших в покой Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За принесенные священные божественные дары Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Как человеколюбный Бог наш, принявших на свой святый небесный духовный охвярник, якобы слово и духмяность духовного посланного взамен свою Господу ласку, и дар Святого Духа, помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбраться до всякого гнева, сумму, недостатку, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, злость, раши нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Как весь этот день был доскональный, святый, мирный, безгрешный, Господа, просим. Дай нам, Господи. Ангела спокоя, верного наставника, опекуна души телом наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Пробощение, крушение грехов и провину наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Всего, что доброе и корыстное для душ наших, и супокой для свету, Господа просим. Дай нам, Господи. Как в дальнейших життя нашего, у супокой и покаяние провести, Господа просим. Дай нам, Господи. Христианского же конца життя нашего, безбольного, бездоконного, спокойного и доброго отказу на страшном суде Христовым просим. Дай нам, Господи. Попросивши единства веры и супольности Духа Святого, сами себя один одного, и все житие наше Христу Богу отдай нам. Тебе, Господи. Израби нас достойными владару, заполним довером и без осуждения, смей святаться до Тебе, Бога Небесного, як дается и казать. Отче наш, Твое есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Вот Твое благодарствие, силы и слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Мир усим. И Твоему Духу. Головы ваши Господу славите. Тебе, Господи. Дякую Тобі, нашому владару, що Тебе знижна силу всю справи, безреши на сильности Твоей привел все снегу до добытия. Глянь, Господи, с небесов, на Ты, что схилили голову свои перед Тобою. Мы они не схилили их перед тинами крыльев, а перед Тобой всемогутным Богом, Ты после владару. Принесенные тут даже всем пору нарастает кожному поводу и потребы, пусть подорожниками помоли, сомники поветрия, здоровья хворых, крепкой души телом. Лаской, милосердностью, человеколюбством, одинородного Сына Твоего, яким благословен Ты, Твой всей святой добрый жена Божий, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, Боже наш, и сидишь за отцом волшебных и тут знамени ваших, что бываешь, Господа Святого, живая, спасала, слава, владарство Твоего, будет светить нас,
И будь ласкав дай от нам Твою пользу, чистое тело и божественную кровь образ нас пустим людям. Боже, будь спогадил мне грешному изменился надо мной, Боже, будь спогадил мне грешному изменился надо мной, Боже, будь спогадил мне грешному изменился надо мной. Будь маловажним я, святый реши для святых. Один святый, один Господь, Иисус Христос, на славу Бога Отца. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его над вышиня. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Верую, Господи, и вызнаю, что Ты соправды Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет звалить грешников, сирот яких я самый первый. Веру так само, что в это соправды Твое святое тело и божественная кровь. Молюсь о Тебе, жалься надо мною, и даруй мне мои провины вольные и межвольные, які я зробив словом и ушинком, свядомо и несвядомо. И дай мне без осуждения принять Твои святые тайны для осушения грехов и життя вечного. Зроби меня сегодня, Сыне Божий, удельником Твоей тайны вечери. Я не здражу ворогом Твоей тайны и не дам поцелунку, як Юда. Але як разбойник вызнаю Тебе. Успомни меня, Господи, в Твоем благодарстве. Нехай принятие святых Твоих тайн будет мне не на суд и осуждение, а лето оздоровления души и тела. Со страхом Божиим, верою и любовью подыходьте. Благословенный той, кто приходит в имя Господня. Господь Бог и Он явился нам. Тело Христово примите, покаштуйте криницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте криницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте криницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте криницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте криницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте криницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите.
Збав, Боже, людей Твоих и благослови набыток Твой. Мы вошли правдивое святло, приняли Духа Небесного, знаешь ли веру правдивую, поклоняйся нераздельной Троице, Божья она нас бавила. На все часы, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Хай наши устны будут полные хвалы Твоей, Господи, как нам пели славу Твою, бо Ты зробил нас достойными быть удельниками святых Твоих божских несмиротных и животворчих тайнах. Заховай нас у Твоей святости, как нам увесь день научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, отнимавши божеские святые все шествия, несмиротные небесные животворшие, страшные Христовые тайны, достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, избав, истиражи нас Божией ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Просившие, как и Ты, весь день был досконалый, святыми и безгрешны, сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот и освящение наше Тебе славу отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Ходим с миром. О, имя Господня. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, Ты благословляешь лишь, что благословляет Тебе, освящаешь лишь, что спадает на Тебе надею. Збав людей Твоих и благослови набыток Твой, захавай целости царства Твоего, святи грешно любить красу дому Твоего. Ты их услал Твою плоскую силу, и не покинь нас, их исподеемся на Тебе, да успокойся мы свету церковь Твоим. Нашему белорусскому народу, належим владам нашему, и всем людям Твоим во всякое доброе дарение. И дар досконало заходит сгорать Тебя, Отца Святла, и мы Тебе славу, подяку, поклонение, даем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Молимся за эту неделю, как она была мирная, и за весь белорусский народ, со светлым владаром, с продвижным Божий, Ты весь свет створил и законы, для всего установил, кожному место призначил, а род людский так без конца полюбил, что Сына Своего Одинородного послал на землю, как все слухали егоную науку, и души следом за им, увошли в Твое небесное владарство. Мы, дети белорусского народу, як могли слухалися Твоих загадов, а деле человечей слабости, часто падали и сневажали Тебе своими грехами. Теперь молим Тебе щиро, даруй нам наши провины, нашу недбальность в относинах на себе и до інших. Даруй так само тем, кто крылдил нас и сневажал. Борони нас от крылды ворожие и дай нам и ворогам нашим духа соправдной христианской любови. Дай нам едность веры, згоду в громадском и семейном житті, загори наши особистые и народные раны души, які мы сами собі вчинили, або от неприятеля отримали. У нашем штоденном житті освяти наш розум Твоим евангельским святлом, как мы, заховываючи Твои приказания, перемогли все тяжкости и терпение, и завсёды Тебе благословляли. Пошли белорусскому народу офиарных слухов своих, які праведным, сумленным и мудрым життем и деятельностью вели к его долепшей доли. Дай нам святое духовенство, благослови наши семьи, как кожна из них дбалые батька и охвярная мать, слушанная щирой святой любовью, уховывали Тебе на славу о батькушине, на корысть своих деток. Особливую ласку дай молоді,
каб яна атрымала глыбокае хрысціянскае ўзгадаванне і вырасла на карысных сыноў і дачок свайго народу. Благослови наши дочасные достатки, не дай гинуть марнотным талентам, якие ты посылаешь у наш народ, але дай им свободно развиваться и закрасовать Тебе на славу и всему людству на корысть. Благослови працу селянов на рае, работников на фабриках, ученых, письменников, мостаков, каб з их недопомогой белорусский народ мог разумно, прихожо жить и развиваться. Тебе, Всечистая Богородица и наша Небесная Мать, просим, покрой нашу Украину Твоим святым покровом, и будь нашей опекункой и заступницей. И Ты, святая Ефросинья, светница Беларусь, и все святые заступники белорусского народу, молитесь за нас неспинно, как мы стались народом святым, який виконує волю Божию и свое посланство, и как мы унесли свой уклад у огульное добро тут на земле, а у прыжном житті отримали вечное счастье, неспинно отдавали славу, пошавное поклонение Богу, Троице Одиному, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Хай буде ім'я Господнє, благословенное переда веку. Хай буде ім'я Господнє, благословенное переда веку. Хай буде ім'я Господнє, благословенное переда веку. Благословение Господне, хай буде на вас ласку Его и человеколюбство, на все часы теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Отче, благослови. Христос, правдивый Бог наш, який воскрес из мертвых, молитвами всечистой своей Мать, святых славных и годных, похвалы апостолам, меж святыми отца нашего Яна Златоустного, арцебископа Константинопольского, молитвами святого Иозафата, арцебископа Полоцкого, молитвами мучеников Маркияна и Мартирия, молитвами святых славных и ровных апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, меж святыми отца нашего Кирилла и Турусского, бискупа, молитвами Святой Мати нашей, Ефросиньи Полоцкой, светницы Беларуси, всех святых заступников белорусского народа, молитвами святых и праведных Бога Отцов, Якима и Ганны, и всех святых, хай смилуется над нами, избавит нас, будем добрый человеколюбец. Аминь. Христос посеред нас. Наступная литургия недельная будет об 11 године, в ближайшую неделю. Так само після літургії буде коротка паніхіда за наших померлих, бо у нашій традиції тут на заході Білорусі ми молимося так само першого і другого за наших померлих. Слава Ісусу Христу! А зараз заспіваємо «Могутний Боже» і молитви подяки, і інші молитви, як звичайно. Могутний Боже, владарцу світов, великих сонців і серць малих, над Білорусей тихою ветлой роси промені своєї хвали, дай скору праці, що зьонайше на усту хлеба народний край. Ава
Божьего, учинка нашим пошли молод, зраби свободной, зраби счастливой, краину нашу и наш народ, зраби могутной, зраби счастливой, краину нашу и наш народ. Песню славы заспеваймо, мучеников выхваляймо. О Иозафате, в битве и короне, мы тебе кличем, могутный патроне. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Дякую Тебе, Господи, Боже мой, что Ты не откинул меня грешного, але полічив достойным быть удельником Твоих святостей. Дякую Тебе, что Ты удостоил меня принять Твои святые дары. Але человеколюбный владару, что для нас помер, воскрес и даровал нам это страшное и животворчее тайну для добра и освящения души и тела. Дай, каб яны были мне для оздоровления души и тела, для прогнания вселякого супротивника, для просветления очей сердца моего, для супокою душевных моих сил, для веры непохисной, для широй любови, для исполнения мудрости, для захования Твоих заповедов, для повеличения Твоей Божской ласки и для всягнения володарства Твоего. Каб я, захованный ими у Твоей святости, был завжди памятный Твоей ласки и жил уже не для себе, але для Тебе, нашего владара и доброчинца, и закончивши это життя надеи життя вечного, досягнул неприминального супокою, где безупинно чутный голос святых, и панує вечная радость тых, что оглядают невыказанную красу твару Твоего, бо Ты соправдное ожидание, и невыказана радость тых, что любят Тебе, Христе Божий, и Тебе все створение пее славу прозу все веки. Аминь. Усемогутный, спрадвечный Боже, Ты не хочешь смерти грешника, але жадаешь, каб навернулся и был живый, и яки послал для нашего збавления одинородного Сына Твоего, яки нам наказал: просите, и будет дадено вам, шукайте, и знойдете, стукайте, и отчинять вам. Да Тебе припадаем с крушливым сердцем, и слезьми молим Тебе. Не суди нас, але милостиво отверни от нас праведный гнев Твой, и судишь смертоносную пошесть, что в этот час род людский дочасный и мечем сече. Змилуйся над нами, Господи, змилуйся над нами, избавь людей Твоих, как жили здоровыми поводле Твоих приказаний, и прославляли имя святое Твое. Заступися и заховай от этой згубной пошести нашу батьківщину и наш народ, урати всіх, хто стирают целость и спокой нашей краины. Вывел от вее этот город и все городы и вёски. Змилуйся и наведай тых, что терпит от этой хворобы. Подними их с ложа немочи и дай им здоровье души и тела. Душишь Ты, что от этой хворобы правой веры и надею воскресения уже спочили. Супокой святыми Твоими, где нема ни болю, ни суму, ни плачу, але життя без конца.
молитвами Наисвятейшей Богородицы и заусёды Девы Марии, заступницам святых бестелесных силов и ангелов-охотников, ласкою и человеколюбством одинородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належится по всякая слава, пошана и поклонение, разом за вечным Твоим Отцом и всесвятым, добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и заусёды и на веки веков. Аминь.